На вопрос, куда Володина везет собак и зачем она берет так много, если она не справляется, эта фраза уже часто звучит, а дальше будет еще чаще. Вот на все на вот это ответом служит тот видос, который в ППЖ. Вот эти вот алмазики, голова, склоненная на ладони, вот поэтому. Причина вот поэтому. Причина в вольере ППЖ. Вот от этого видоса очень плохо себя чувствуешь. Когда они лижут руки, ползут по решетке и кладут еще морду в ладони, все, это вот ноги подкашиваются. Сегодня они морду тебе кладут в ладони, а завтра они будут выкинуты и уснут навеки в сугробе. Не дает покоя эта мысль. Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Лара Володина. В прошлом ролике мы показали вам несколько несчастных хвостиков. Собачий век короток. На улице он еще короче. А в ППЖ Якутска каждый день может стать последним. Вчера и сегодня волонтеры ездили туда, искали и вытаскивали собак. Некоторых но уже не смогли найти. С трудом нашли дрожащую. Ее сдал, оказывается, в ППЖ хозяин. И вы видели, в каком стрессе была эта девочка. Она очень истощенная. Интересно, кормил ли он ее? Посмотрите, как она благодарна за спасение. Собаки же понимают все. Как она подает свои лапки. А назвали мы ее Капа. И вот еще 11 хвостиков спасены, еще 11 жизней. Видеть их благодарные глаза – это трогает до слез. Но понимаю, что впереди много трудностей. Вернее, проблема одна – это деньги. Без них ни о каком спасении не может быть и речи. Я вижу в комментариях, как вы делитесь последними средствами. И это тоже трогает до глубины души. Я благодарю вас, друзья, от всего сердца. Но вы все также видите масштаб спасения и можете представить, как много требует средств такое количество. Но как их разделить? Эту заберем, а этот пусть погибнет. Скажите мне, друзья, как быть? Они вывезены на временную передержку, и мы будем искать им пассажиров и ждать вашей помощи на перелет. А пока их нужно оплачивать и кормить. Друзья, все передержки у нас переполнены, и в Якутске тоже. Всех нужно оплачивать. Цена там порой выше московской, и правила жестче. Задержка оплаты может стоить им жизни. Обратно в ППЖ или на улицу в мороз. Друзья, как видите, у нас опять урожайные дни. 11 собак
на платной передержке в Якутске. И это всего-то за 2 последних дня. Всего за 2 дня. Не считая всех остальных, ранее спасенных. Я обращаюсь к вам с надеждой на ваши добрые сердца. Пока мы живем на этой земле, пока делаем, что можем, что в наших силах. Друзья, помогите нам оплатить их временный дом, чтобы их снова не выкинули на улицу, чтобы их снова не отвезли в ППЖ, пока мы ждем пассажиров. Вот на улице белый пес. Это Райт. За ним давно наблюдают волонтеры, подкармливали, но состояние его ухудшается. Он бегает в поисках еды, ищет на помойке пакеты. Порванное уже ухо, потому что за помойку надо еще повоевать с другими собаками или с лошадьми, которые тоже питаются на помойках. Тяжело выживать. Пес-то очень хороший, очень добрый, контактный. Людям радуется. Не выжить ему на улице. Друзья, в прошлом ролике мы показали вам раненого мальчика. Назвали его Лонд. Выживает Лонд возле мусорных баков. Там же ищут пропитание и лошади. Многие беременные. Так там принято. Домашние животные должны находить пищу сами, самостоятельно. Страшно представить, что вместе с остатками пищи эти бедолаги легко могут проглотить и острые предметы, бритвы, иглы и подобное. Находятся люди, утверждающие, как хорошо животным в Якутске, как сильно о них заботятся там добрые люди. И вот это я вижу каждый день. Где вы еще видели, чтобы лошади добывали себе еду самостоятельно? На помойках. Где? Наш мальчик Лонд тоже пытался подойти к этой помойке, чтобы хоть какой-нибудь кусочек урвать. Но не тут-то было. Лошади большие, сильные. Он ходит вокруг кругами, голодный. Но ему на сей раз ничего не перепало. Лонд к тому же нуждается в помощи ветврачей. Вчера забрали его с улицы. Парень сильно истощен. И травма серьезная на ноге. А еще у него травмирован глаз. Почти как-то закрывается. Непонятно, что с ним. В общем, и его я забрала на свое попечение. Черная красавица, элегантная девочка Сима. Она мне напоминает Лоту, которую мы с вами спасали в лютые морозы, помните? И вот очередная. Ножки поджимает, всегда в поиске еды, скрюченная. Так радуется всем, кто с ней играет, любит и бежит к детям. Что-то в ней есть от спаниеля. Возможно, была домашней,
потому что подбегает к машинам и как будто просится в салон: пустите погреться, готова с вами ехать. Эх, если спасать, то снова надо оплачивать передержку, перелет, брать кураторство и на что-то ее содержать. Как же жалко. Опять идет борьба. Спасать, не спасать. Но ведь погибнет. Конечно, погибнет. А что ж с ней будет еще, если уже сейчас не зима, а она уже дрожит от холода?